Ну, по эту сторону, вот дом их был сюда, там пчельник, пчелы были по этому участку. А это вот склад только стена одна осталась, сломали. Чтобы за год раньше приехать, целый был. Село Русская Айша. Тогда Казанский уезд Казанской губернии. Ныне Высокогорский район Татарстана. Здесь в 1892 году родился Александр Понятов. Вся сущность его характера, как человека, как искателя, как человека, воспроизводящего свои мысли в реальные дела, она сформировалась в его семье. В семье папа был, ну, наверное, сейчас, если современными словами сказать, он был бизнесмен. Семья была зажиточной. Благодаря таланту и возможностям получил хорошее образование. Идея стать инженером зародилась еще в детстве. Вот как-то Александр Понятов с папой поехал в Казань и увидел паровоз. И он сказал: папа, кто это делает? Инженеры. После этого он просто захотел быть инженером. Учился в Казани, в Москве, затем в Германии. После вернулся на родину. Но ненадолго. Лидер технической революции, красную, он не поддержал. Пришлось эмигрировать в Китай. Ни копейки в кармане и желание развиваться в профессии. Весь багаж, привезенный с собой. Без знания языка устроился электриком. А в мечтах Америка – страна великих возможностей. 7 лет он просил разрешение выехать в Америку, и только в 27 году ему дали разрешение. И он загремел на весь мир. В США Понятов образовал компанию «Ампекс». Под его руководством звук и картинка слились в единое целое. Вначале ее называл Александр Матвеевич Понятов «Эксперимент Ампекс». Но когда он в 1956 году изобрел видеомагнитофон первый и стал самым популярным человеком, он сказал: нет, Экс – это не эксперимент, это экселленс, превосходно. Было и вправду превосходно. За свои технические изобретения Понятов и команда получили премию «Оскар». При этом в душе изобретатель всегда оставался русским. Подмечал это неоднократно. Даже в своем доме в Калифорнии он написал «Вилла Казань». Александр Севастьянов, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань.